С момента провозглашения имарата Кавказ его противники из числа разного рода секуляристов, националистов, патриотов, демократов, демагогов и откровенных врагов ислама не оставляют попыток дискредитировать усилия мусульман по восстановлению единого независимого шариатского государства на Кавказе. Некоторые из их числа используют самые грязные методы лжи и пропаганды, пытаясь очернить саму идею шариатского государства, выливая на имарат Кавказ ушаты грязи, называя проектом ФСБ, запугивая санкциями, войной, голодом и холодом. Многие из числа противников и критиков считают решение о провозглашении имарата Кавказ ошибкой. Так ли это? Отметим, что период колониальной зависимости не проходит бесследно. Самое тяжелое его последствие – это отклонение мусульман от своей религии, когда мировоззрение захламляется джахилиятскими представлениями, измышлениями, теориями. Этот балласт становится главной причиной, который мешает правильно ориентироваться в реальности, путает приоритеты и не позволяет установить ту общественно-политическую систему, которую требует ислам. Они ошиблись. Они хотели как лучше, но ошиблись. Это самая щадящая критика в адрес имарата Кавказ от некоторых наших исламодемократов. Дока должен был посоветоваться, прежде чем провозглашать имарат Кавказ. До сих пор говорят некоторые из них. Безусловно, в делах мусульман совет – это поощряемая практика. Но в вопросе тавхида нет никаких советов. Советоваться, умирать ли муджахедам ради свободы, государства, конституции или ради единобожия – абсурд. Разве Абу Бакр советовался, когда объявил войну арабским племенам, которые отошли от ислама, и тех, кто отказались платить только закят? Появились лжепророки, которые старались сбить людей с пути, появились вожди, которые решили отойти от ислама. В нынешней терминологии появилась, так сказать, демократическая оппозиция мединскому клерикальному режиму. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, организовал 11 крупных отрядов, которые жестко подавили всех вероотступников. Буквально все сподвижники советовали ему не делать этого. Но это было вопросом ислама, вопросом религии, а не выгоды или невыгоды. Сподвижники недоумевали: «О, Абу Бакр, неужели ты будешь сражаться с людьми, которые говорят: нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха?» – спрашивали они. «Да, я буду сражаться с ними до тех пор, пока они свое свидетельство не подтвердят выплатой заката», – отвечал халиф. Абу Бакр остался в одиночестве, когда все сподвижники выступили против походов. Разве из-за этого он оказался неправ? Разве провозглашение, что отныне муджахеды сражаются только под флагом «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», и во исполнение приказа Аллаха объединить мусульман – это ошибка? Критики имарата игнорируют главную, фундаментальную вещь, основу и причины его провозглашения – требование исламского вероубеждения, требование Аллаха объединять ряды мусульман и сражаться ради него, ради установления его законов, ради его довольства, а не ради конституции, государства или свободы. Потому что установление законов Аллаха подразумевает все остальное – и свободу, и суверенитет, и независимость, и само государство. Имарат Кавказ никогда не был самоцелью. Смысл провозглашения имарата заключался в том, чтобы объединить мусульман Кавказа под общим флагом единобожия в единое государство, в котором главенствует шариат. То, к чему стремились наши предки на протяжении всей нашей истории последних веков. Фитна, организованная нашими клептодемократами, которые обманули часть муджахедов ложью, что якобы нас хотели признать и дать денег, но ДОК по заданию ФСБ объявил имарат Кавказ за $500 миллионов и все разрушил, была преодолена на шариатском судебном процессе. На судебном процессе противники имарата из числа обманутых муджахедов
признали свою неправоту. И те, кто сегодня представляет это примирение как нечто формальное и ничего не значащее, пусть побоятся Аллаха, перед которым они понесут ответственность за свои слова. И последние слова Муслима Гакаева, где он говорит, что они не были против поднятия знамени Тавхида и что единственной их претензией к Доке было требование справедливости. Это слова сказаны перед смертью. Будет ли человек лгать перед смертью? Но наши исламодемократы настаивают. Имарат Кавказ – это ошибка. Конечно, они были искренними и даже, пусть благословит Аллах их Газават, но они ошиблись, и это видно по результату. Ведь очевидно, что результат показывает, что провозглашение Имарата Кавказ было ошибкой. Пречист Аллах. В таком случае надо признать ошибкой всю нашу историю, все сражения и жертвы нашего народа на протяжении последних 400 лет, ведь результат тот же. Обязательство на каждом из нас – это приложить все усилия, даже если нет результата, и затем ты будешь оправдан пред Аллахом, потому что ты пытался, старался и сделал. Они говорят, что поднятое знамя Тавхида для объединения мусульман – это ошибка, что сначала надо построить свою независимую национальную резервацию в 2 ущельях, а уже потом, когда другие народы проснутся и захотят независимости, тогда и объединятся на равных, как Евросоюз. Аллах говорит: объединяйтесь и не разделяйтесь. Они говорят: нет, сначала надо разделиться, а уже потом объединиться. Так кого слушать и за кем идти? Аллах говорит: объединяйтесь на том, что сказал Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Они говорят: нет, нужно объединяться на основе Конституции, легитимности, преемственности, а то нас не поймут на Западе. Аллах говорит: если вы разногласите, то придите на суд Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Они говорят: нет, к общему согласию надо прийти на основе Конституции. Аллах говорит в Коране: разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. Муджахеды, провозгласившие «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», и ответившие на приказ Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, объединиться под флагом Тавхида и установить шариат, по их мнению, ошиблись. Зато те, кто другого пороха не нюхал, кроме газов собственного кишечника, сидя за компьютером, не ошибаются. У них все расставлено по полкам: и легитимность, и конституция, и парламент. Никто не спорит, каждый имеет право высказывать свою точку зрения. Человек свободен в выборе, он и водку пить имеет право, вот только отвечать за использование своих прав придется в судный день перед тем, кто ему эти права дал и указал, как ими пользоваться. Тот, кто говорит, что это была ошибка, сам ошибается. Тот, кто говорит, что это было преступлением, сам преступник. Тот, кто говорит, что это было зульмом, сам совершает зульм, прежде всего, против самого себя, потому что разбрасывается словами, не думая о последствиях. И пусть такой человек вспомнит слова Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах. Бедствия связаны со словами. Может, это остановит его. И пусть вспомнит предупреждение пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине, раб Аллаха может сказать одно слово, не придавая этому значения, за что он опустится в огонь ада на расстояние, подобное расстоянию между Востоком и Западом. Может, эта угроза заставит его опомниться, и пусть напомнит себе слова Аллаха. И тех, которые совершают джихад ради нас, мы обязательно наставим на наши пути. Может быть, эти слова насторожат его и заставят поразмыслить над тем, что отдавшие свои жизни на пути Аллаха муджахеды, возможно, были правы, а не ошиблись.